قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Здравствуйте, ребята, дорогие наши гости и родители. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Садитесь. Ребят, я надеюсь, вы пришли ко мне с хорошим настроением? Да! А чтобы она стала еще лучше, давайте пополним нашу копилку добрыми поступками, нашу традицию. Кто меня порадует, поделится своими поступками. Так, Саид. Я помог бедной бабушке понести тяжелые сумки. Ты помог взрослой женщине понести сумку. Так. Как Саид поступил, ребят? Хорошо. Хорошо. Да? То есть он ислама помог старшим. Так. Еще Саид. Ой, Багатыр. Я с папой работал дома. Багатыр работал с папой дома. Прокомментируйте его поступок, ребят. Как мальчик, наверное, больше скажет. Как он поступил? Помог папе. Помог папе. А вы помогаете папе? Да. Вы, дети, должны помогать нашим родителям. Это наша обязанность детей. Еще кто желает? Зайнаб? Мы вчера в мадресе убирались. Вы вчера прибирались в мадресе. Вот, знаете, завтра в мадресе будет выступление, выпуск хадисов. Да, вот у них вот сегодня у нас праздник, а завтра у них праздник. Пожелаем вам удачи тоже. Вот, и вот Зайнаб и все ученики Микаэлем, они собирались, чистили мадресе. Это же тоже хороший поступок. То есть, прибираться, ребята, значит наводить чистоту. Чистота. А чистота у нас что? Половина веры. Половина веры. Значит, наша религия к чему призывает? К чистоте. Чистоте. Так, еще кто желает? Иман Али? Я воду таскал. Воду таскал. Кому? Маме, соседям? Маме. А если у соседей нет воды, пойдешь? Пойдешь? Ребят, я вам хочу вот такую ситуацию рассказать. Вот я живу, вот вы, наверное, знаете, где я живу, да? Да. Вот со мной по соседству живут тоже молодая семья, молодая девушка. Каждое утро, девочки, мы что делаем? Выходим, подметаем даже двор, перед воротами. И я вышла, подмела свой двор за калиткой. Дальше. Что я должна делать? И что вы сделали бы? Я подметала и другую сторону. Моих соседей. Да. Ну, там же тоже молодая семья живет. Молодая девушка там живет. Вполне может сама подмести. Ну, я просила подметала. Почему? Ты, наверное, своим примером призвала бы на добрый поступок, да? А вы как поступили бы, девочки? Только свою сторону подмели бы и ушки бы, да? Нет, и собрать мусор и на ее сторону. На нее. Делали бы так, девочки? Нет. А ты как поступила бы? Если бы эта девушка не подметала бы двор, я бы ее тоже в сторону подметала. Ты даже и двор у нее подняла бы, да? Какая у нас молодец, добрая, имена девочки. Даже вот я тоже, ребята, хотела сегодня поделиться вашим поступком, но хотела прежде ваше мнение узнать. Ну что вы сделали бы? Ну, это не то, что я хвалюсь, а вот примером вы должны подавать, мусульмане, вы должны быть хорошими, добру призывать. Я подмела ее за ее калиткой тоже. Она даже вышла, еще ей неловко стало. Она говорит, ну зачем ты это сделала? Мне же не трудно. Ребят, ведь может и так быть, жизнь с бумеранг. Вдруг сегодня я целая, да, живая, руки, ноги, все здоровое. А вдруг, если я заболею? И буду одна жить. А кто за моей калиткой будет подметать? Это вся грязи буду жить? Нет же. Бумеранг — это значит, что в жизни отправят ко мне людей, которые и мне помогут. Поэтому, ребята, старайтесь пополнять наши поступки, копилку добрыми поступками. Дорогие наши гости, чуть поясню, у нашего класса есть своя традиция. Копилка добрых поступков. Вот мы знаем, что мусульмане на протяжении своей жизни, они должны пополнять, у каждого человека есть свои мешки хороших поступков и добрых поступков. Вот мы каждый день делимся вот так вот нашими поступками. Итак, ребята, сегодня мы с вами собрались, как вы уже видите, на необычное мероприятие, да? И с нашими необычными гостями. Начнем с совсем необычных гостей. Это у нас наследники пророков, алим. И начнем с нашего алима, с села Аль-Микаул Абдулла Ажи. Значит, он не только... Кто знает, кем работает Абдулла Ажи у нас? Амирасул? Директор мадресе. Еще кто?
мечети, еще он что делает, имам? Кричит азан кто? Муэдзин. А имам тогда обучает религии ислам нас, да? Вот. Он не только, я считаю, обучает религии ислам, он не только имамом работает, он работает даже руководителем паломников, которые отправляются в хадж не только с нашего села, но и по всему Дагестану, вот уже много лет. Он обучает паломников, как вести себя на этих святых землях и обрядам хадж. Итак, следующий наш гость – это Зайнулла Атаев, представитель духовного управления. Он также работает в самом центральной джума мечети города Махачкала. Дальше, следующий наш гость – это имам селения Атланаулу. Ребята, к нам с Атланаулу гости пришли даже. Джабраэль Ажи. Он также работает представителем отдела просвещения. Да? Дальше. А имами разобрались. Следующие наши гости, ребята. Магомед Абдурахманович, директор духовного детско-юношеского журнала, духовно-просветительского, да? Журнала журнала Амина. Вот помните, мы с вами разбирали журнал Амина, смотрели, который вам очень нравится, да? Вот он является учредителем. Также он является директором частной школы Земфира. Земфира. Ну и вы, наверное, слышали, да, вот, какой у нас самый главный вуз, высшее учебное заведение в Дагестане? Кстати, я там училась, ребята. Да, высший Дагестанский государственный университет. Правильно, именно Дагестанский государственный университет. Вот вы все будете поступать туда, я надеюсь. Вот я там профессор. Он работает там профессором в этом университете. Вот такие замечательные гости к нам пришли. Как раз они сегодня посмотрят на ваши знания. Примите у нас в университет или нет? Тем более вы видите живого профессора. Вот. Дальше следующий наш гость. Можете даже потрогать. Руководитель РМО, учителей Магомед Абдурахманович. Эти гости, ребята, у нас будут в качестве жюри. Для дальнейшей нашей работы, ребята, я вам предлагаю разделиться на команды. Та команда, которая будет работать сплоченно и активно, она, вот сейчас открываю вам завесу, она поедет на экскурсию в город Махачкала, в мечеть, аналог, который находится в Турции, и называется она Голубая мечеть. Посмотрите, вот та команда сегодня будет сплоченно и активно работать, мы туда на экскурсию поедем. А это мечеть в Махачкале? Эта мечеть находится в Махачкале. Кстати, вот в этой мечети работал наш гость Зайнулла Ажи. Так. Значит, жюри у нас будут наши гости. Вот вам листочки, ручки. В конце мероприятия подойдите, пожалуйста, нам. Итак, команды. Две команды, да? Делятся на команды. Первая команда, вторая, третья и четвертая. Придумайте себе девиз, выберите капитана и название. Итак, ребята. Я предлагаю всем нам отправиться со мной в виртуальное, временное путешествие, то есть виртуальное, пространственное, временное путешествие. Кто помнит фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Там был герой Шурик, у него была машина времени. Амина? Вы видели все этот фильм? Да. Амина, она прям сильно поднимает руку, видимо, она там что-то интересное запомнилось. Машина времени – это машина, которая отправляет в прошлое. То есть люди перемещаются Назад в прошлое. Значит, виртуальное, пространственное и временное. Все мы с вами, ребята, вот на таком красивом самолете полетим в путешествие. И наше путешествие начинается паломничество в Мекку. Ребят, для того, чтобы отправиться в путешествие под названием паломничество в Мекку, мы должны с вами куда приехать? Прийти? В аэропорт. И пройти регистрацию, то есть ответить на вопросы работников таможни. Да? Вы должны пройти регистрацию. Значит, давайте я вам их представлю. Работники регистрации. Зайнулла Ажи, Джабраэль Ажи. Они вам будут задавать вопросы, ребята. Но вопросы у них непростые. Давайте посмотрим, какие у них вопросы. Показывайте, где ты отвечаешь? Все.
Любой берете и показываете. Просто. Просто. Ага. Это магический рисунок. Так, не выкрикиваем, поднимаем руки. Амина? Почти знаю. 124 тысячи пророков. Первого пророка назови один ислам. Адам. Алейхиссалам. А последний пророк? Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам. Дальше Джабраиль лежит. Нет, Переселение. Это что? Хиджра. Разик. Хиджра — это переселение пророка Мухаммада, алейхиссалам, из Мекки в Медину. Так, дальше. 99 имен Аллаха. 99 имен. Наши дети начали учить. А если вот так поднял бы? 66. Видите, какие они коварные вопросы задают. Дальше. Биял. Это первый пророчил Азан. Это первый, значит, прокричал Адам. Кто это значит? Муэдзин. Муэдзин. Дальше. Халима. Халима. Аська? Айхану, помоги. Подскажи. Халима — это Не путайте. Султанат? молочная мать пророка Мухаммада. Молодец. Молочная мама. Дальше. 632. Когда умер пророк Мухаммад. Умер пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам. Это подсказка. Так. Дальше. Это что? Это пещера Хира, где пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, получил первое откровение в 40 лет. Так, молодец. Дальше. Аль-Бурак. 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 Пожалуйста, посмотрим. Животное. Как это Аллах, поднявший на 7 небес. На 7 небес куда? В космос? Нет, Аллах. Аллах. Гостик Аллах. А зачем поднялся? Когда? Чтобы получить нам. Твое число? Раджаб или Рамазан? Раджаб, конечно. Только что закончился священный месяц Раджаб. У нас была ночь, где как раз мальчики были в мечети, все отмечали. Ночь, когда пророк поднялся в гости к Аллаху на небеса. Дальше следующий вопрос. 6. Имама или ислама? Чего сказать? Имама. А кто перечислит? Нет. Все. Это Вера в Аллаха. вера в Аллаха. Мухаммад Расул? Вера в его книги. Вера в его книги. Вера в его ангелов. Вера в его Вера в его пророков. Вера в судный день, монолит. Вера в Вера в Аллах. Так, дальше. Так, что мы знаем? 5 намазов сказали раз. 5 столбов. 5 любимых пророков. Вы знаете любимых пророков? Иса, Муса, Нух, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и Ибрахим. А ну хором классом. Остальные пророки. Так, дальше. Какой еще вопрос? Опа, 286. Ну, Мухаммад Расул скажет нам. Самая большая сура. Как называется? Аль-Бакара. Аль-Бакара. А самая короткая как называется? 114. Можно я? Самая короткая сура. Кавсар. Кавсар. Как Кавсар. Молодцы. Дальше. 4. Пожалуйста. 4 мечети. Какие мечети? 4 основные мечети. Аль-Акса. Аль-Акса. А чем они известны? Аль-Раби. Нам построили пророк Мухаммад. Аль-Харам. Это самая первая мечеть в Медине. Так. Аль-Акса. Остановили? Алякс, там есть золотой верблюд пророка. Точно? Аль-Кубата. Аль-Губа, вот тебе подсказал. Аль-Губа, Алякса, Зайнаб. Это когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, поднялся на Севиза, и там они сделали намаз. Значит, с мечети поднялся. А где в каком городе находится? В Иерусалиме. Мама, Расул, умница, в Иерусалиме. 23. 23. 23 года. В течение 23 лет Кора не спасался пророк. Можно сказать, уже 119. Последняя парта. Мы там не хотим обижать вас. Это самый печальный год пророка. А чем Умер. Кто? У пророка умер дядя и его жена. Как звали жену? Хадиджа. Хадиджа. Так, дальше. 25 лет он женился.
Отец женился на Хадиже. Молодец, умница, умница. Дальше. Вот хиджи, так. 40. Родился пророк Мухаммад. Так, на цифру мы ответили, да? Понимаете ответ? Следующий вопрос. Ребят, Видимо, все это подошло. следующий вопрос регистрации. 5 раз в день по всему миру звучат слова азана, призывающего мусульман совершать намаз. Ради молитвы люди откладывают повседневные дела и спешат засвидетельствовать свою покорность Создателю. В намазе они вновь и вновь повторяют слова свидетельства веры. Поклонение проявляется в словах и поступках, в пятикратном ежедневном намазе. Все вместе это дарит покой и позволяет спокойно воспринимать жизненные потрясения. Стойкость веры помогает мусульманам в дни священного месяца Рамазан, а покорность Создателю разъясняет необходимость выплаты заката, свидетельство веры шахада, совершение молитвы, выплата заката, пост и совершение хаджа. Кажутся ли эти столпы ислама сложными для мусульман? Или они стали для них образом жизни? Как украшают их путь эти жемчужины веры? Так, ребят, вот видео. О чем нам говорит это видео? Что вы поняли, глядя на это видео? Айхану? Что 5 раз в день кричит азан. Так. 5 столбов ислама. Значит, 5 столпов ислама. Столпы — это из жемчужины веры. Команда, вам такое задание. Пусть каждая команда по желанию выберет себе одну жемчужину, по одному столпу, и расскажите нам, нашим гостям, что вы знаете. Команда Хира. Вы что выбираете? Намаз. Значит, команда намаз, сейчас вам будет задавать вопрос. Вы разбираете намаз, и вам задают вопрос. Так, команда Хира начинает, и у них они разбирают, что такое намаз. Нет, что такое шахада? Нет, они, видимо, выбрали намаз. Это гидуин это. Ага. Технический момент. Вопрос. Так, вопрос, да? Вопрос команде Хира. Что такое намаз? Сланги капитан ответит или команда может отвечать? Давайте капитан начнем, а команда поможет. Капитан команды, пожалуйста. Намаз — это духовная связь с Аллахом. Намаз для мусульман считается фарзом. Так, значит, нам сказали, намаз — это духовная связь с Аллахом. Во время намаза мусульмане отвлекаются от всего мирского и беседуют с Аллахом. Значит, мы свои мысли и сердце направляем к Аллаху. Да? Это самый трудный момент намаз. Сосредоточиться, не думать о мире, а именно думать о том, что вы разговариваете. Ваше сердце и вас видит Аллах. Да? Ведь ихсан, ребята, как мы воспринимаем, вот как вы понимаете ихсан, иман, ислам, ихсан? Вспомнили, да, вот то, что религия состоит из каких частей? Трех. Вот третья часть ихсан. Как мы понимаем ихсан? Как будто мы видим Аллаха и слышим, хотя мы его и не видим, и не слышим, зато он всегда и везде же видит нас. Вот с таким ихсаном мы должны совершать намаз. Так, садись, капитан команды. Значит, это духовная связь с Аллахом. Дальше следующий вопрос. Так, со скольки лет мусульманин обязан совершать намаз? Ажат. Обучать с 7 лет, но начинать с 14 лет. Значит, с 14 обязаны, да, класс? Да. А желательно учить? С 7. С 7.
Так, А дальше. со скольки лет уже можно даже немножко поругать? Кто знает? 10. 10, правильно. 10 лет уже можно даже поругать. Дальше. Следующий вопрос. Ребят, а как мусульмане получили намаз? Шлагери? А почему всегда командир отвечает? Нельзя кого-то из... Можно. Кто хочет ответить? Как мусульмане получили намаз? Аська, как получили намаз? Вот мы только что обсуждали, вспоминали. Брулха, камера. Ночь Мираджа 27 числа, месяц Раджаб, пророк Мухаммад ﷺ с Аль-Бураха, ангел Джабрей, поднялись на 7 небеса к Аллаху Так. и получили 50 намазов. Но Зайнаб, а как когда мы 5 делаем? Мы ошибаемся, что ли, все? нет, но А пророк Муса сказал, что для людей будет много совершать здесь 50 намазов, и они это сделали на 5 намазов. Попросили Аллаха сократить до 5 намазов. Так, садись. Теперь, наверное, перейдем к следующей команде, да? Команда у нас, следующая команда. Вы разбираете закат, бедуины, да? Бедуины закат разбираете. Вопросы про закат, пожалуйста. Вот закат. Вот вопрос. Что такое закат? Кто ответит? Бедуин, командир. Бедуины. Что такое закат? Так, Багаты. Это обязанная милостыня человека. Обязательная милостыня мусульманина к Бедным людям. Так, и еще, садись. Еще намаз и духовная связь. А это очищение чего? Имущества. Мусульмане очищают имущество. Они каждый день, да, раздают. Вы сказали? Раз в год. 1/40 часть. 1/40 часть чего? Одежда и имущество. Имущество свое. Кому раздают? Предшественникам, детям, которые учатся в 6. Детям, которые учатся в медресе, как их зовут? Правильно. Мечеть. женщинам, у которых умерли мужья, они остались с детьми. Правильно ответили? Следующая команда у нас асхабы. Шахады разбирайте. Вопрос шахады задайте, пожалуйста. Так, что же такое шахада? Так, ну, капитан команды, если ты будешь отвечать, они молчат. Это такое шахада. Да, мы настаиваем, чтобы не только капитан. Паспорт мусульманина. Предъявите ваш паспорт. А кто знает смысл? Перевод. Пожалуйста. Перевод. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и его посланников, пророков. Так. И я еще раз свидетельствую, что Мухаммад кто? Посланник Аллаха. Так. Еще один вопрос. Так, по шахаде, да? Да? Так, когда ее читают? Когда произносят шахаду? Когда произносят шахаду? Денис, вам? Когда рождается ребенок. Раз, когда рождается ребенок, ты хотела Когда ответить? человек умирает. Когда человек при смерти, да? Когда перед намазом. Перед обязательно перед намазом. Дальше, когда еще? Когда я выхожу из дома. Когда выходим из дома. Когда ложимся спать. И когда просыпаемся. То есть в любой трудной ситуации мы читаем шахаду. Мы подтверждаем и обновляем свою веру в Аллаха. Единобожие. Так. Ну что, работники регистрации, мы правильно? Ясно, ваша команда. Вы же остались, извините, пожалуйста. Намаз. Пост расстарается. Пост. Сейчас посмотрим, какие вопросы они вам будут задавать. Когда мусульманин держит пост? Я сейчас для начала поясню. Пост. Глаза. То есть, а что это значит? Вот вы сказали, что это духовное очищение. Как вы понимаете духовное очищение? Мы очищаем свои грехи и чувствуем голод, который чувствуют бедные. То есть во время голода мы начинаем задумываться, да? Как вы думаете, для чего Аллах
нам такое испытание дал. Мы вообще сколько люди постятся? Сколько дней держит пост? Месяц. Как называется месяц? Рамазан. Вот почему же Аллах нам сделал так, чтобы месяц мы не кушали? Для того, чтобы мы были стройны? Или чтобы вы почувствовали, что чувствуют голодные люди. Раз. Дальше. Мы должны благодарить Аллаха за те блага, которые Он нам дает. Именно, ребят, мы должны благодарить Аллаха за все блага, которые Он нам дает. А со скольки лет? Есть там вопрос? Можно вот так включить этот вопрос? Держат пост. Со 40 лет вопрос. Ну, можно, да, дополнительно. Со скольки лет, ребята, мы должны начинать держать пост? 14? Половина лет. Ну что, работники регистрации, пропускаете нас? Можно вам в путешествие отправиться? Пожалуйста, милости просим. Правильно ответили на вопросы? Так, это наши остановки. Мы с вами сейчас отправимся в Мекку, чтобы совершить хадж. А для того, чтобы отправиться в путешествие, ребята, что нужно? Билеты. Билеты нужны. Сейчас я вам раздам билеты, но эти билеты, я считаю, непростые. Здесь есть вопросы, на которые нам нужно ответить обратно во время регистрации, когда будем возвращаться. Так, помогите мне, пожалуйста, Ахмад, Айнат, раздайте яшьларга билетini. Ахмад. Her yaşa fonda bilir sağ olun. Они что ж хотят? Ну что ж хотите с нами поехать? Итак, билеты вы сами приобрели, да? Что еще? Кого не хватает, чтобы отправиться в путешествие? Руководителя. А руководителя, ребята, у нас будет Абдулла Хажи. Так как в начале урока я сказала, что он является у нас руководителем всех паломников, которые отправляются в хадж. Итак, я передаю слово нашему руководителю. Наше путешествие продолжит Абдулла Хажи. И первая наша остановка – это город Медина. Мы на нашем самолете отправляемся в жаркий Аравийский полуостров, город Мекка, чтобы совершить хадж. На машине времени переместимся в прошлое, во времена Ибрахима алейхиссалам. И с вами вместе превратимся в паломников. Мы поэтому сегодня вот так красиво оделись. Мальчики одели тюбетейки наши. Вот мы с вами сейчас превратились в паломников. Я хочу пригласить к нам этих двух необычных наших таинственных гостей. Подойдите, пожалуйста. Дженет и вот вы, пожалуйста, сядьте здесь. Но их, ребята, я вам представлю чуть позже. И во время нашего путешествия мы с вами разберем 5-й столб ислама. И этим завершим изучать обязанности мусульманина. Значит, ребята, вот наше видео, которое вы видели. О чем это видео вам говорит? О чем нам говорит это видео? Внимание на детей, а куда? О хадже. Среди ваших людей, среди ваших родных есть люди, которые поехали в хадж? Есть, да? А ну поднимите, у кого дома поехали в хадж? Или вообще из родных? Так, а для чего они поют? Как вы думаете? Чтобы совершить паломничество в Мекку. Чтобы совершить паломничество в Мекку. Итак, хадж, она является частью столпом ислама. Хадж мусульмане обязаны совершать, если для этого нужны условия. Он совершеннолетний, разумный, открытые дороги и честно заработанные деньги. Вот условия, которые должны мусульмане необходимы, чтобы совершить хадж. Итак, вот на нашем самолете мы приземлились на первую остановку город Медина. Ну, там сначала видео покажем. Медина. Вот мы как летим, ребята, посмотрите. Нас космоса снимает и показывает, как мы приземляемся. Сейчас вот мечеть Аль-Губа. Видите, который блюд выбрал. Вот он Аль-Губа. А это мечеть Аль-Наваби.
Дальше наш руководитель нам расскажет про этот город и все, что с ним связано. بطيبة رسم للرسول ومعهدها. Сколько там людей сбят. Это внутрь мечеть уже. Это ночью. Знаете, какая огромная мечеть, красивая. Даже сколько там людей, видите? Я же вам слово. Бисмилlah, альхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Ребята, альхамдулилlah, как ваша ученица сказала, мы виртуально прилетели в город Медину. Медина — это город, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жил свои последние годы. Медина — это город, в который наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники переселились из Мекки, когда курайшиты и язычники притесняли их. И из города Медины распространилась свет ислама. Это город. Каждый мусульманин мечтает попасть в этот город. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал по одном из своих изречений: «Манзарани ба'да вафати, факааннама зарани фи хаяти». Кто меня посетит после моей смерти, говорит пророк, алейхиссалям, тот человек как будто посетил меня при жизни. Мы бы все хотели увидеть пророка, быть его сподвижниками. Но этого счастья нам не досталось. Мы в его время не были рождены. Но пророк, алейхиссалату вассалам, нас обрадует, когда мы посещаем его могилу. Он нас видит, пророк, алейхиссалам. Он как будто из этой комнаты в другую комнату переселился. Вот так ахират переселился, и он в своей могиле слышит, видит, когда к нему мы подходим, салам даем. Раз пророк видит, что мы пришли, будучи мусульманами, к нему, это как будто ему посетили его при жизни. Это мечта каждого человека. Медина — это город, в котором каждое хорошее деяние, благое деяние возвеличивается 10 тысяч раз. В Мекке 100 тысяч раз возвеличивается каждое деяние, а в Медине 10 тысяч раз возвеличивается каждый намаз, каждый тасбих, каждый садака, который мы делаем, вот так возвеличивается перед Аллахом. Про город Медину я бы хотел у вас спросить, ребята. Вы же проходили этот урок. Что вы знаете про Медину? Что вы знаете про город Медина, ребята? Бахадыр? Она лучезарная. Не похоронен пророк Мухаммад саллаллаху. Где он похоронен? В мечети Аль-Хуба. Аль-Наваби. Аль-Наваби. А Аль-Хуба, почему ты сказал Аль-Хуба? Что с этой мечетью знаешь? Можно сказать? Скажи, Саид. Когда пророк шел, он отпустил своего верблюда и сказал, где он остановится, там построится мечеть. То есть это мечеть, первая мечеть была построена, да? Да. Первая мечеть. Это каждый же хотел, чтобы пророк у них остался в гости, да? Вот помните, ребята, хиджу тему? И чтобы никого не обидеть, наш пророк сказал, где остановится мой верблюд, он отпустил поводья и сказал, вот там я и остановлюсь, и там же все мусульмане построили первую мечеть в Медине, которая называется, как сказал Баватыр, Аль-Хуба. Ребята, еще вопрос. Вы сказали, вот Баватыр сказал, что город Медина, в нем похоронен наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Какие качества? Что вы знаете о пророке, саллаллаху алейхи вассалям? Что вы знаете о пророке, саллаллаху алейхи вассалям? Разия? Чуть громче. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, всегда на зло отвечал добром. Всегда на зло отвечал добром. А можешь привести пример? Вот на зло отвечает добром. История из жизни пророка. Вот приведи, пожалуйста, мы разбирали с вами на уроках эти темы. Вспомните, пожалуйста, ребят, как наш пророк отвечал на зло добром. Давай Айхану нам расскажет. Нет, Амина, расскажи, пожалуйста. В городе Медине жил один еврей. Чуть быстро. В лучезарном городе Медине жил один еврей.
И он всегда злословил о пророке. Его асхабы услышали, как он злословил, и решили сказать пророку. Но пророк пошел и выяснил, есть ли у него семья, дети, но у него их не было. И поэтому он каждый день приходил к нему и кормил его. И тогда, когда пророк умер, саллаллаху алейхи вассаляма, его сподвижник, асхаб Абу Бакр, разиаллаху анху, решил продолжить его сунну. Он каждый день... навещать больных. Да. Он пошел навестить его, этого старика. Он узнал, что это не тот человек. Кто узнал? Слепой узнал, да? Еврей, да. И тогда Абу Бакр сказал, кто каждый день приходил к нему и кормил его. Это был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. Интересно, а почему еврей засомневался, что это не тот человек пришел? Потому что когда пророк Мухаммад кормил его, он своими мягкими руками смягчал еду. И от него пахло приятный запах розы. Посмотрите, ребята, какой наш был пророк милосердный. Он не просто кормил слепого старика, он смягчал своими мягкими руками еду, чтобы легче было глотать. Так, спасибо, Амина. Класс. Давайте разберем ситуацию. Где зло и где добро? Где вы видите зло? Зло где у нас? Что именно? Сплетня. Религия ислам запрещает или призывает к сплетне? Запрещает. Это один из тяжких грехов. Сплетничать, злословить нельзя. Так, а добро где? Несмотря на то, что за его спиной, являясь будущим пророком, пророк все это слышал, а он приходил и кормил. Он своим примером, не только на словах он призывал к религии, а вот показывал людям. Вот точно так же, ребята, и вы с вами должны своим примером быть похожими на пророка нашего, вот так вот показывать пример. Еще, ребята. Еще какие качества знаете? Какое? А Зайнаб скажи. Зайнаб. Он разделил Луну на две части. Так, пророк разделил Луну на две части. Можно я? Дальше. Кто еще? Иманалик? У него не было тени. У него не было тени. Потом? Он был среднего роста. Среднего роста. Ислам. У него зубы сверкают как чистые. Чистые, сверкают. Белые были. Белые зубы были, ребята, у него. Так, дальше. Наверное, по белизне его зубов что можно было сделать? Найти ему. Саид? Когда он ходил, над ним всегда ходило облако. Создавая ему тень. Еще. Ханум? Когда он был маленьким, когда он игрался с маленькими ребятами, два ангела пришли и омыли его сердце. Да. Еще можно? А вот у вас наш руководитель спрашивает, вы знаете, сколько раз омывали сердце пророка? Сколько? 5, 3. А какой правильный ответ? Сколько? 3 раза. 3 раза. Если все что 4 раза, если все 3 раза. Молодец, Ахмад. Кстати, я вам про это не говорила. Ты откуда это узнал? А? Озим Блесен. Какой ты молодец, умница. Ходил в жаркую погоду, деревья склоняли ветки над ним. Склоняли свои ветви. А соседям, какое у него было отношение к соседям? Вот к соседям. Как пророк? Он слышал, что говорит на соседней улице. Так, на соседей острый слух был. А дальше, а отношения у них? Отношения с соседями. Давайте спросим Айхану, да? Айхан, а кого хотели? Ее? Разет, давай. Она очень много отвечает. Давай, Разет. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, была соседка, язычница, еврейка. Язычница это кто, ребят? Вспомните. Не бойтесь, ребята. Вы умеете умолчать, свое мнение говорить. Давай.
когда пророк Мухаммад, ходил в мечеть на намаз, эта язычница всегда кидала на дороге колючки. Когда он делал намаз, всегда кидал на его шею кости. А его жена, Его дочка плакала и убирала. Как звали дочку? Значит, жила по соседству еврейка, да? И она? И она бросала на дороге колючки. Кости. Прошло несколько дней, и пророк Мухаммад заметил, что эта еврейка не кидала колючки и решил ее покидать. Он зашел и увидел, что она болела, и купил ей все необходимые лекарства. Так. Вот мне интересно, вот если я жила бы с вами по соседству, взяла бы, вот как сказал Магомед Агрутинович, подняла бы, собрала бы весь этот мусор и перед вашими воротами. Да, вот так и надо делать, правда же? Как вы поступили? Саид, как ты поступил бы? Вот Я бы взял и убрал мусор и спросил бы, что я вам сделал, если я вам что-то сделал, извините. А я бы взял бы обратно этот мусор и выкинул бы на ее сторону. Вот Саид не согласен, он хочет подойти и спросить, в чем причина такого отношения? Если он виноват, он больше не будет, наверное, так делать, да, Саид? Как, вы тоже так поступите или не согласны с Магомедом Агрутиновичем? Я все равно надо им выкидывать мусор. Так, ребят, вот, наверное, нам больше расскажет о качествах пророка наш руководитель. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, подошли к ее жене Аиша и спросили о качестве пророка, алейхиссалату вассалам. Аиша, наша мать всех правоверных, спросила: вы читаете Коран? Конечно, сподвижники читали Коран. Они сказали: да, мы читаем Коран. Все качества в Коране, которых Аллах Та'аля не одобрил, эти качества у пророка, алейхиссалату вассалам, не были. Пророк, когда разговаривал, он очень мягко разговаривал. Когда он встречался, первым он здоровался. Когда кто-то из подвижников заболел, когда он слышал, что кто-то болеет, он обязательно решал их. Когда кто-то умирал, пророк, алейхиссалату вассалам, участвовал в его похоронах, ходил на соболезнования. Пророк, алейхиссалату вассалам, всегда отвечал добром на зло. Соседи, если даже придерживались другим религиям, несмотря на это, пророк, алейхиссалату вассалам, хорошо относился к этим соседям. И когда люди войдут в рай, ребята, в раю у всех, у обитателей рая будет нрав, как у нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк был очень храбрым, пророк был очень щедрым, пророк был очень правдивым, но хоть он был храбрым, сильным, у него очень много качеств было хороших, но Аллах Та'аля в Коране сказал: бисмиллахир рахманир рахим, иннака ла'аля хулукин азим, ты воистину благонравный человек. Вот так его нрав похвалил Аллах Та'аля в Коране. Вот поэтому мы сегодня посетили такого пророка, который, когда он родился, первым он поднял палец и просил Аллаха нас, чтобы он простил свою уму. Когда он вознесся в небеса ночь Ми'раджа, там тоже он за нас просил. Когда он умирал, его язык остановился, делая дуа за нас. И в судный день, когда пророк алейхиссалам встанет, он будет уммати, уммати, уммати. Все пророки будут на все. Аллах, спаси нас, все будет говорить, а пророк алейхиссалату вассалам скажет: спаси мою умму, о Аллах. Вот так будет просить. В Коране Аллах, когда был ниспослан, бисмиллахир рахманир рахим, валя сауфа ю'тика раббука фатарда, мы дадим тебе то, что тебя сделает довольным. Когда вот такой аят был ниспослан, пророк алейхиссалату вассалам сказал: я не стану довольным, если хоть один человек из моего уммата войдет в рай. Этим я довольным не буду, сказал. Пока всех людей из моего уммата Аллах не отправит в рай, я довольным не буду, сказал пророк. Вот так пророк любил нас.
постоянно нам дуа пророк делал. Вот сегодня мы, альхамдулилля, пришли в Медину, посещать такого любимого пророка. Иншаллах, мы там будем 3-4 дня, будем намазы делать, совершать. Иншаллах, после 3 дней, на 4-й день, мы наденем ихрамы. Вот хотелось бы закрепить, вот столько всего прекрасного нам наш руководитель рассказал, и вы рассказали то, что вы знаете. Вот мне бы хотелось, чтобы вы запомнили все это, и чтобы вы, вот как мы и должны быть похожим на нашего пророка, для вас я приготовила вот такие проекты. Вместе с любимым пророком. Вот здесь есть все качества, которые только что наш руководитель нам перечислил. Здесь наше отношение к пророку. Я люблю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, наше сердечко, видите? А здесь мечеть Аль-Наваби. Так, ребятки, помогите, пожалуйста, раздать ученикам. Раздать вот эти замечательные розы с такими же цветами, конечно, они тоже запомнили о нашей сегодняшней встрече. Давайте подойдем к нашим гостям и раздадим вот эти розы. Подойдите, ребят. Подойдите. Ой, я стала перебить. Так, там кому не хватило? Держи. А Тагиши розу поставь, пожалуйста, рядом. Аминажи, ваша роза пусть будет рядом. Дальше. Дальше. Ячмень бери. Ячмень бери. Итак. Вот и еще, ребята, мне бы хотелось бы попросить нашу Амину, чтобы она прочитала свое стихотворение собственного сочинения. Дорогие наши гости, у нас Амина сочиняет стихотворение. Она посвятила нашему пророку стихотворение. Мой любимый пророк Мухаммад, мой любимый пророк, о Мухаммад, о мой пророк, ты великий и лучший, ты лучший из лучших людей. И все мы будем стараться достойно быть уммы твоей. И будем стараться, конечно, мы все быть таким же характером, как у тебя. Быть чистыми, быть лучшими, к доброте стремиться, быть вежливым учиться. Будем мы всегда поклоняться Аллаху. Спасибо, Амина, молодец. Очень трогательные слова. Вот мы все видим, как ты сильно любишь нашего пророка. Дальше путешествие продолжает наш руководитель. И... Ребята, вот, когда мы закончили зиярат пророку, саллаллаху алейхи вассалям, последний день мы прощаемся с пророком, алейхиссалам, делаем зиярат его могиле, и потом на автобусах едем от Медины 10 километров дальше, находится Абу-Али, тоже называется Дур-Халейфа. Это микат, это граница, с которой мы не имеем права пересечь эту границу, пока не оденем такие ихрамы и не совершим намерение вступить в хадж. Ребят, пришло время представить вам наших вот этих двух необычных гостей. Это наши паломники, которые будут совершать хадж. Обратите, пожалуйста, внимание на их одежду. Когда паломник одевается, женщина должна, конечно, полностью закрываться, кроме лица и кистей рук. И в хадже тоже, и в жизни тоже каждая мусульманка должна вот так одеваться. Но во время хаджа это, конечно, очень строго. А мужчина должен одевать 2 ихрама. Снизу и сверху эти ихрамы одевают. Такие одеяния одеваются все, без исключения. Хоть он президент, хоть он министр, хоть он простой человек, кто бы он ни был, вот такие ихрамы одевают в Зуль-Хулейфе мечети, потом садятся на автобус и совершают намерение. Я намереваюсь совершать хадж и вступаю в обряды хаджа ради Аллаха. Вот такими намерениями трогается из Зуль-Хулейфа, из мечети в Мекку, читая лаббайк. Все хаджи
все люди, несмотря на его язык, хоть он кумык, хоть он русский, хоть он араб, все одно и то же читают. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк. Вот это наши тоже поставили на нас. Вот это лаббайк читают все паломники. Между Меккой и Мединой расстояние 450 километров. Через 5-6 часов мы доходим, доезжаем в Мекку. Прибыв в Мекку, первым паломник должен посетить Маш'ар Харам, Каабу. Вот, ребята, следующая остановка это у нас Кааба. Маш'ар Харам. И там все паломники совершают таваф, обход вокруг Кааба. Это называется приветственный таваф. Конечно, в Мекке Хадж-миссия России постоянно из Хадж-миссии России представитель нас встречает и проводит в гостинице и Маш'ар Харам. Вот эти места показывает нам представитель Хадж-миссии России. Ну, как правило, делают все по методу таматту, да, то есть сначала делают, совершают умра, малый хадж, вот, и потом уже совершают большой хадж по истечению какого-то времени. Вот. Первый обряд, который необходимо совершить, да, это обход вокруг Каабы, семикратный обход вокруг Каабы против часовой стрелки, повернувшись левым плечом к Каабе и 7 кругов совершаем вокруг Каабы. Вот. Затем совершаем саю. Саю это хождение между двумя холмами, да? Вот, Сафа Марва. Вот. Конечно, и у Каабы, и у Сафы Марвы есть своя история возникновения, как это все, и история этих обрядов, и история вообще этих мест. Вот. Совершается семикратный обход между холмами Марва и Сафа, то есть, но не так, как вокруг Каабы по кругу, а то есть, да. Начинаем, наверное, от Сафы. Да, с Сафы направляясь в Марву, это считается один круг. Возвращаетесь с Марвы на Сафа, это уже второй круг. И вот таким образом... Но вы не могли бы нам более укороченно рассказать, чтобы детям было более интересно, почему именно они ходят вот туда и сюда, как бы, вот, ну, мы как бы... Что это за значение хождения? Да, значение таково. Мы как бы вспоминаем, вот этим перемещаемся как бы вот это в историческое прошлое. Мы вспоминаем, как наша мать Хаджар, жена пророка Ибрагима, алейхиссалям, когда она оказалась в пустыне, когда ее там по велению Всевышнего Аллаха Ибрагим, ее супруг, оставил там в пустыне одну, никого с ней рядом не было, только она со своим ребенком Исмаилом, алейхиссалям. Вот, их начала мучить жажда, у них не было ни провизии, ничего, и она в панике начала бегать между этими холмами, в панике. От Сафы к Марве, от Марвы к Сафе, в поисках воды, может быть, даже и не в поисках, то есть, может, она искала, но она вот, у нее вот такое отчаяние, у нее было состояние отчаяния, да. И вот после этого седьмого маршрута, 7-го хождения, забил источник Замзам. Забил источник Замзам, она напоила, естественно, это было по воле Всевышнего Аллаха, это было чудо. Вот, забил этот источник, она напоила ребенка и сама напилась. То есть вот так и сама Мекка так и образовалась. Потом туда пришли паломники и так далее. И не паломники, а путешественники. Так возникла Мекка, если коротко совсем. Да, ну, если но мы не закончили. После обхода необходимо между холмами Сафа Марва, как закончили хождение, паломник срезает несколько волос с головы и все, и малый хадж считается исполненным. Вот эти одежды можно снимать, и те ограничения, которые нужно соблюдать паломники, эти ограничения тоже все уже, они заканчиваются.
Так, вы мне показываете на Арафа. Следующая наша остановка. Арафа, да. Арафа это основной столб, основной руком столб хаджа, это нахождение в долине Арафа. Стояние и нахождение в долине Арафа. Вот. Многие путают, говорят, что это гора, вот это, где люди собираются. Гора Арафа, стояние на Арафа. И там Да. есть видео массово, посмотрите, как это мощно. Смотрите на это, ребята, смотрите. Это на горе Арафа, Джабалю Рахман, да, называется? Да, это сама вот эта гора называется Джабалю Рахма, а сама Арафа это достаточно такое большое место, долина. Столько людей, видите, все там. Достаточно находиться в границах вот этой долины. Если человек находится, все, он этот столб выполняет. Это вот под этим Джабалю Рахман встретились Адам и Хава. Ну да, есть такие Именно предания, где сообщается, что они именно там встретились. После долгой разлуки, когда они были изгнаны из рая, они находились в разных местах, и говорят, что они встретились именно в этом 600 месте. лет они друг другу шли с Джидды, с Мекки, да? Ну, говорят, очень долго. Да, сколько лет, я не знаю. Вот они долго друг другу шли, и наконец-то, ребята, вот в день Арафа Всевышний принимает покаяние всех мусульман. Да, отвечает на мольбы Всевышнего Аллаха. Это очень великий день. Это очень, в этом месте Всевышний Аллах низводит необычную, очень такую великую свою милость, прощаются грехи, принимаются мольбы, поэтому весь день Арафа желательно проводить в мольбах, делать дуа. Значит, мы с вами поставили на Арафа. Следующее мы куда должны поехать с вами? На Муздалифа. Когда Это солнце палаточный уже... городок, ребята. Нет, это Мина. Муздалифа это местность, которая находится между Арафа и между Мина. Вот, как только солнце в день Арафа садится, паломники двигаются, покидают местность Арафа и какую-то часть ночи находятся в долине Муздалифа. Для чего они там ночью остаются? Они, опять-таки, там желательно делать дуа и собрать 7 камней для того, чтобы их бросить в одном из 3 мест, называемым Джамратуль Акаба. Вот там они бросают камни, состригают волосы, и все, они уже частично выходят из запретов хаджа. Конечно, это детям, наверное, это сложно все понять, последовательность, обряды, да. Значит, этим мы и обряды завершаем. И следующая, последняя, наверное, наша остановка, это обряд жертвоприношения. Там очень много сложных моментов, ребята, мы как-то вам упростили это все. Значит, мы все это сделали, и наступил день Курбан-Байрам. Тогда руководитель нам подскажет. День Курбан-Байрама, наверное, расскажет, что за день? День Курбан-Байрама, да, это второй. Это даже больший праздник, чем Ураза-Байрам. У нас же 2 праздника, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Курбан-Байрам считается даже большим праздником. Когда пророк Ибрагим, алейхиссалям, по велению Всевышнего Аллаха, готов был принести в жертву своего сына Исмаила, алейхиссалям. Вот, но это, да, если вы помните, да, может, слышали как-то, как он был настолько готов был это сделать, что он проводил острым ножом по его шее, но нож не резал, потому что Всевышний Аллах этого не допускал. И потом Всевышний Аллах не спасал через ангела Джибриля, не спасал вот этого белого барашка, и вот история жертвоприношения начинается как бы с этого дня. Вот, ребята, пророк Ибрагим, алейхиссалам, это ангел Джабраиль, а это пророк Исмаиль, алейхиссалам, сын пророка Ибрагима. Вы видите, ребята, у них нет лица. Как вы думаете, почему? Потому что нельзя рисовать лица пророка. Так, дальше. Значит, день. Так, ну надо еще ответить, ведь это же не просто жертвоприношение, в этом же как бы заключается такой вот гуманитарный, что ли, социологический такой аспект. Это мясо желательно раздать бедным, нуждающимся, хоть какую-то его часть. Конечно, желательно дать как можно большую часть. Да. Да. Вот. И в этот день вот в долине, вот, то есть в том месте, где вот мусульмане сотнями, тысячами, миллионами закалывают этих овец, верблюдов, и все это мясо
руководство правительства Саудовской Аравии распоряжается этим местом, направляет их в места, где живут бедные люди, страдают от недостатка продуктов, питания и так далее. Ну это другие страны. Другие страны, да, в основном африканские страны и так далее. Да. То есть морозильники там большие есть. Да. Вот туда. После 3 дней мы обратно едем в Каабу, совершать обязательный талав. А в Масшир Харам нас, иншаллах, встретит служитель Масшир Харама Джабраиль Хаджи. Он будет как бы служителем Масшир Харама. И он нам расскажет про Хаджар аль-Асвад. Вот начинается талав из этого камня. Покажи именно черный камень. Черный камень. Ставь, пожалуйста. Он расскажет нам про Замзам. Вот, Давид. Здравствуйте, дети. Мы сейчас пришли совершать обязательный таваф. Мы начинаем обязательный таваф с Хаджар аль-Асвад, с этого камня. Почему его назвали Хаджар аль-Асвад черным камнем? Это Всевышний Аллах, это камень из рая вышел. Когда он из рая вышел, он был белый. И люди начали его прикасаться, целовать. Из-за грехов, грешников, из-за грешников грехов, он стал говорить черным. Взял на себе грехи, говорит, людей. За него черный камень назвали его. Черный камень на этом месте, смотрите, он окутан, поставьте что это, Железный. Нет, не бронза. Окольцован, да? Окольцован с этим серебром. Почему его камень сектанты, караматы, шииты, сектанты были, карматы их называли. Пришли в Мекку, взяли камень, поломали, и убили очень много паломников. Потом его собрали, и в этом вот таком форме сделали, там он внутри. На тем частям раздробленная. Пока кармат его не поломали, оно целое было. Вот с этого места мы начинаем кружить 7 раз вокруг Кааба. Вот Кааба, когда мы на него смотрим, она черная, даже одеяло. Покрывало не сверху. Но раньше она покрывалась разными цветами, красными, белым. Но аббаситы сделали черным. Аббаситы во время аббаситы его сделали черным, и она в черный окутывается. Вот там вы видите там надписи. Она золотой ниткой написана аят из Корана. Золотой написано. Это золотой нит. А вот, ребята, ключи от Каабы. Смотрите, вот ключи от Каабы. И так одеяло сверху Каабы будет один раз меняется. Его надписями стоит в мире большие музеи в очередь, чтобы забрать их, поставить у себя. Эти надписи. Вот она, ребята, вся мечеть Аль-Харам. Видите? Видите, там сколько людей? Сколько миллионы людей собираются. Ребят, вот у Мекки, у города Мекки, есть такое свойство. Эта территория, она расширяется, вот такое необычное свойство. Расширяется во время хаджа, да? Если я не ошибаюсь. Есть такая версия. Вот, территория расширяется, она помещается в миллионы людей одновременно приезжают в хадж. Когда я была в хадже, ребята, был такой момент. Хочу посмотреть, чтобы вы посмотрели вот это видео. Видите, вот так все хаджи друг другу помогают. Видите, ребят, там, вот вы знаете, Аравийский полуостров, жаркий климат, очень жарко. Вы видите, что Машалла мама говорит, значит, сын несет на своей спине свою маму. Вот там есть коляски. Не думайте, что, ребят, что там нет условий, удобств. Там есть в мечети специальные коляски для инвалидов. Но мы здесь коляску видим, ребят. Сын, взрослый сын, мы видим его возраст, достаточно взрослый. Он на своей спине свою маму несет. Какую заботу он проявляет по отношению к своей маме, ребят. Видите, ребят? Вот как вы сегодня будете относиться к вашим родителям, точно так же и ваши дети будут к вам относиться. Аблажи, вот расскажите нам, пожалуйста, в общем, вот хадж, чем она является для мусульман, какое вот значение? Объединяет ли она? Вот как? Подскажите, пожалуйста, нам хадж. Хадж, ребята, вот, это 5-й столб ислама, как вы знаете. Это обязанность каждого мусульманина. Это айбада, богослужение, которое совершил почти все пророки.
пророк Адам, алейхиссалату вассалам, из Индии пешком совершил 40 хаджа. Пешком ходил, в Мекку 40 хаджев он совершал. Когда он первый раз Каабу Ахвад делал, его встретили ангелы и сказали, что мы 7000 лет до тебя делали хадж. Это ибадат ангелов, это ибадат пророков, это обязанность каждого мусульманина. Аль-хаджуль мабрур лайса лаху джазан илля джаннат. Хадж, который Аллах принял, за это хадж дает рай Аллаху Та'аля. Это очень важный аспект, важный рукну, важный столб ислама, пятый столб ислама, столб, в котором мы участвуем, мы расходуем свои имущества, сами тоже трудимся. Это ибадатуль. Воду нужно пить в направлении Каабы, стоя, правой рукой, говорить бисмилля. И все желание, которое вы хотите загадать, ребята, можете попросить, потому что в этот момент ваше желание исполняется. Ребят, вот я хочу вам показать одну фотографию мусульмане без нации. Вот Абдулlah сказал, что хадж в итоге объединяет мусульман с разных концов мира, ребят. Мы все собираемся на одной территории, белые, черные, ребят, с разных концов мира. Вот видите, там такой момент. Прокричал азан, и вот мы в дороге опоздали, уже намаз нужно стать. Нету места. Видите, сколько там людей, ребят. Еле, вот я стою и переживаю, что на намаз не могу попасть. Вот эти две женщины, ребята, видите, они темнокожие, они такие милые, ребят. Они взяли свой коврик, отошли, уступили мне свой коврик на полу, на мраморе. Они совершали намаз, мне сделали место, уступили. Вот это что? Мы видим, доброе отношение, дружба здесь всех наций мира. Видите, вот людей. Вот такой момент, вот я хотела рассказать вам. И меньше всего белых там людей. Там и африканцы, и тут как интересно, ребята. Вот вы идете там на разных своих языках, они рассказывают. А вот мы как вообще, белые? Белые. Белые? Мы белая раса? Ну так посмотрите на себя. Мы белые. Мы белые или нет, ребята? Белые, мы белые. Вот они удивляются всегда. Они думают, что мы гордые. Вот они сначала так сторонятся, а потом, если с ними заговорить, они так открывают свою душу. Вот их отношения, ребята, восхищают. Настолько сами они простые люди. И они живут очень бедно. Особенно те люди, которые живут в Мали, в Африке, на арабских. Да, очень бедно живут. Это мы с вами здесь не ценим роскошь, не умеем благодарить Аллаха. Ребят, вот и завершили мы хадж праздником Курбан-Байрам. Узнали, как его отмечают, и нам пора возвращаться на родину, к нашим родным. И с собой, наверное, мы, да, паломники, возьмем эти две сумки, подарки к нашим родным гостям. Да? Ребят, интрига была с самого начала, что же здесь есть? Вот здесь есть, сейчас я скажу, что. Это что, ребят? Копилка. Вот хочу сказать следующее, ребят. Дорогие мои ученики, сегодняшнюю нашу встречу, вот эту встречу, я провела с вами не зря. Я хочу, чтобы именно сегодня начали собирать в эти замечательные копилки деньги, ребят. Вот именно с такой копилки, но моя была чуть больше. Я начинала собирать на поездку в хадж. И, конечно, с помощью Аллаха смогла туда попасть. И я хочу, чтобы все, кто здесь сидит, чтобы мы посетили эти замечательные места. Дай Аллах, чтобы мы нашими глазами увидели дом Каабу, в направлении которого день 5 раз совершаем нашу молитву. Чтобы мы попали к нашему пророку в гости, ребята, подышали воздухом, который дышал. Каждая пальма, каждая кочка земли, это все слышала и видела пророка, чтобы мы ощутили эти места, ребята. Паломники мои, родные, помогите. А вот это, ребята, это Замзам вода. Вот наши руководители и наши гости принесли вам Замзам воду, о которой нам рассказали. Дома поделитесь, пожалуйста, с этой водой. И опять-таки будете пить, загадайте желание, чтобы вот эти копилки наполнились и поехали в хадж. Холодные, давайте раздадим. За последний пару минут.
какое значение имеет хадж для мусульман? Какое значение, ребят? Фарс. А? Фарс. Он выполняет перед Аллахом свою обязанность. Так, наверное, хватит, да, вопросу, а то совсем Ну, в много. принципе, все эти вопросы... Да, они повторяются, да. Так, ребята, вы и обратную регистрацию смогли пройти, и давайте попросим наши жюри, чтобы они подвели итог. Какая команда была самая активная и поедет на экскурсию в Махачкала? Все хорошо, отлично. Вы знаете, я вам что хочу сказать, что это было очень тяжело, это невозможно. Вы все победили. И по всей вероятности, вот школа Земфира пришлет за вами автобус, и вас повезет в Махачкалу. Мы договоримся, договоримся, и вы приедете в Махачкалу и побываете в нашей такой славной мечети. А вы институт наш возьмете в университет? Да. Нет, я уже все, я у всех записал уже. Всех записал, буквально всех. Значит, в итоге, ребята, победила что? Дружба! Победила дружба. И вот я говорю, значит, вы мне потом представьте, что я им хочу подарки тоже сделать. Мы же тоже имеем право подарки делать. Мы тоже имеем право подарки делать. Вот. И я специально сделал. Ну, первое, значит, ваши учительницы. Значит, мы вот комплект такой дарим, вот журналов. Посмотрите, какие они, эти журналы. Смотрите. Ну как вы считаете, это девочка в хиджабе? Да. Как нет? Не как вот у арабов черные, а вот такие красивые, с украшениями. Но на чем только? На одежде. Понятно вам, да? Вот такие наши дагестанцы, дагестанские женщины, которые сумели стать мусульманками, на свою одежду, которая национальная, красивая такая, оригинальная, еще добавок одевают что? Украшения. И ни у кого такое не бывает, только в Дагестане украшения. Ну а на этого парня посмотрите. Будущее кулла, ребята. Вот видите, сидит, все. Так, ну а на эту девочку посмотрите. В хиджабе она? Да. Тоже в хиджабе. Ну а вот это? Ну, вот говорят, национальная одежда. Давайте как-то назовем это, наверное, национальный хиджаб. Да? Так будет правильно. Не национальная одежда, а национальный хиджаб. Хиджаб, ну что это такое? Хиджаб, вот покрывало? Покрывало. Это чтобы только было видно лицо и кисти рук. Вы заметили? Вот все так оно и есть. А вот то, что вот некоторые носят, черное одевают, такое, все черное. Но это не дагестанская одежда. Понятно вам там? Конечно. А вот этот, посмотрите, какой красавец. Он, знаете откуда? Из Халимбека аула. Да. Да, точно я вам говорю. Из вот начальная школа у вас есть, вот оттуда вот кого-то взяли. А этот? Тоже ваш. Это вот я дарю. Вот. Спасибо большое. Как раз на наших уроках по истории религии мы будем и заниматься по этому. Ну вот у меня тут они, значит, очень-очень все разные. Я вот хочу и в медресе тоже отдадим медресе, чтобы у вас были они там. Ну вообще я считаю, что это, ну как бы, как вам сказать, каждой, значит, так сказать, в семье должны быть эти журналы. Очень подходят. Все очень. Сейчас я посмотрю. Это я очень нехорошо сделал. Надо было мне так расположить. Сейчас вот начнем. Это что у меня дома было, я их просто прихватил. Давайте мы, знаете, как сделаем? Я их вот так расположу по водке, а вы каждый будете брать их. Какой вам понравится. Только не толпись, аккуратно. Подожди, и сели. Сейчас так лучше будет, я думаю. Вот эти положим вот так вот. Вот так вот. Давайте лучше. Вот так вот. Сейчас минуточку.
Посмотри. А теперь ваше внимание, я хочу к себе, ребят. Значит, раз мы на экскурсию поедем всем классом, я хочу, чтобы именно вот этой мечетью, голубой мечеть, нам экскурсию провел Занюла Артаев, так как он работал в этой мечети самым имамом и долгое время читал людям проповеди. Согласны? То есть мы вот приедем к вам в гости, вы расскажете, покажете про эту мечеть. А он уже все директору школы. Чтобы другим. Спасибо большое. Чтобы другим может. Домашнее задание, ребята, у вас такое. Проектная работа дома вместе с вашими родителями. Нарисуйте ваш праздник, как мы отмечаем Курбан-Байрам. Вашу семейную традицию отмечать Курбан-Байрам. Своего момента зачем? Не надо. Там более интересный момент. Как из этого мяса какие вкусности готовим, собираемся все. Вот это интересно. Итак, ребята, вот на такой замечательной ноте наш праздник завершается. Всем огромное спасибо, в первую очередь нашим гостям, за такие замечательные рассказы, что вы нас научили совершить хадж, рассказали, познакомили. Нашим гостям, которые подвели итоги нам, подарили такие замечательные подарки, журналы, чтобы вы просвещали. И вам, мои ученики, спасибо за ваши старания и ответы. Всем спасибо, до свидания. Как раз наша программа ФГОС по начальным классам, которая уже ведется 6-й год, и этот предмет «Основы исламской религии», очень интересный предмет. Наш преподаватель Ибикова Перзанат Далгатбековна сегодня вам продемонстрировала виртуальное путешествие паломничества в Мекку. Большое спасибо гостям, которые к нам приехали с Махачкалы. Большое спасибо нашим представителям духовенства. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мы будем и дальше с вами сотрудничать. Большое спасибо Атагиши, который всегда с нами, снимает наши мероприятия и организует. Огромное спасибо вам, Атагиши, за то, что вы есть, и вы вот так пропагандируете наше все такое духовное наследие. Большое спасибо всем, кто присутствовал и кто принимал участие. От имени всех моих учеников, надеюсь, наверное, все согласятся, от присутствующих гостей, от моих коллег, вам огромное спасибо, что вы помогаете мне организовывать такие встречи, проект начинаний, даете направление, совет, учите меня. Во всем меня поддерживаете. Вот эта копилка вам. Я хочу, чтобы я к вам пришла, поздравила вас с хаджем, чтобы была в суде подготовлена хаджи Картун. Помимо Бурлюн, как про вас написали статью, наш замечательный писатель Вагит Атаев. Это вам копилка. Спасибо. Это тоже вам. Роза. И это вода. Загадайте желание, обязательно поедем. Может быть, там увидимся вместе. Так, еще одну минутку. Представитель районного управления Разия Безамутиловна, пожалуйста. Два слова. Здравствуйте все. Еще раз. Учащиеся, наши гости нашей школы. Сегодняшний урок должен стать отправной точкой путешествия в Мекку. Спасибо вам всем. Айхану, принеси, пожалуйста, ее копилку. Сложно. Ее копилку принеси, пожалуйста. Это главные действующие лица всего процесса. Вот. Спасибо. Вам тоже, чтобы поехали. Так, мама наша, сделайте нам, пожалуйста, дуа, на который Аллах не сможет нам не ответить. Аминь. Аллахумма аминь. Аллахумма аминь. فاتحة.